А вы же выражете, если я буду тупить? Я сяду так располагающе как-то. Садись, Просто я садись. сижу, это неудобно. Садись как хочешь. Всем привет, с вами Soul Подкаст, и сегодня я, с вами ведущая Адья, и наш прекрасный гость Дархан. Всем привет. Представься. Меня зовут Дархан, мне 15, я учусь в 9 классе. А с какого ты здесь? Просто расскажи, почему ты здесь? Я лидер клуба Уайпир семей НС, сертифицированный тренер Уайпир Казахстан. У нас сегодня тема буллинг. Дархан, расскажи вообще, что такое буллинг в твоем понимании, потому что ты сертифицированный тренер Уайпир, и как бы твое определение буллинга. Во-первых, буллинг — это вид насилия, и буллинг — это постоянное систематическое насилие над каким-то человеком, возможно, коллективом или группой лиц над одним человеком, который как-либо отличается от остальных. Лично по твоему мнению, проблема буллинга на данный момент, насколько она актуальна? Я думаю, что эта проблема очень актуальна не только у нас, но и вообще во всем мире. Ну да, я с тобой согласна, потому что даже встречаешь в интернете, просматриваешь какие-то видео в ТикТоке, и в комментариях ты можешь прочитать, как человек оскорбляет ни за что, и это уже как вид кибербуллинга, да? Да, согласен. Но так как это наша первая встреча с Уайпир, мог бы ты вообще рассказать, что такое Уайпир, для того, чтобы наши зрители знали, кто ты, почему ты здесь? Уайпир — это международная волонтерская сеть, которая есть в более 50 странах мира, и мы занимаемся информированием молодежи в области здравоохранения. Мы поддерживаемся ЮНФПА. ЮНФПА — это фонд ООН в области народонаселения. И поэтому все наши сертификаты, то, что мы проходим обучение, они подписаны официальным представителем ЮНФПА. Так что мы не просто такие вот люди, мы имеем сертификат, который подтверждает то, что мы проходили обучение. У нас есть более 200 тренеров по всему миру, по Казахстану, по всему миру, наверное, намного больше. И конкретно у нас в семье у нас есть 28 сертифицированных тренеров, и 7 из них проходили республиканские ЛШЛ и ТОТ, то есть проходили республиканское обучение, где ребят со всего Казахстана обучали ребята, которые в Уайпире уже более 10-15 лет. То есть они эту тему уже от и до знают и поделились своими знаниями с нами. Поэтому наши знания, они проверенные, информация, которую мы даем, она достоверная. Раз что ты заговорила об ЛШЛ и ТОТ, может, расскажешь какие-то интересные истории из ЛШЛ и ТОТ, и также вообще объяснишь, что это такое, потому что многие, опять же, могут не знать, что это. У нас происходит раз в год ЛШЛ и ТОТ, то есть ЛШЛ проходит летом, это летнее школа лидерства. Здесь ребята со всего Казахстана отбираются, и все они съезжаются в одно место. В основном это какой-нибудь лагерь, и где-то в горной местности. В этом году это было в горах Шымкента. Там ребята живут 5 дней в лагере, и каждый день проходят тренинги на все модули, которые мы покрываем. То есть это буллинг, насилие, кибербуллинг там тоже вместе идет. Потом здоровый образ жизни, СРЗП, это то есть сексуальное и репродуктивное здоровье, контрацепция, и ППП, и также в ППП входит ВИЧ-СПИД. Также мы говорим о насилии, о гендере и гендерном равенстве. И получается, в течение этих 5 дней мы проходим тренинги по этим модулям от наших тренеров, которые уже более 15 лет в Уайпире. И потом, после тренингов, у нас проходят различные игры, и каждый день вечером мы показываем различные постановки на темы, которые мы проходили утром. То есть нам дается определенное время, мы там придумываем сценарий, декорации, и потом показываем для всех вечером. И мы там делимся, конечно же, на отряды. Это очень весело, это очень информативно, и можно найти очень много крутых людей, знакомых. Можно найти новые знакомства с крутыми людьми со всего Казахстана, которые также неравнодушны к этим темам, как и мы. Но потом, через несколько месяцев, получается, осенью, на осенних каникулах, проходит ТОТ. ТОТ — это тренинги для тренеров.
получается, существуют как региональные TOT, так и республиканские. Вот республиканские проходят раз в год, они проходят осенью, и на этом, на TOT здесь намного больше обучения и тренингов, чем на LSHEL. То есть здесь конкретно на TOT вас учат быть тренерами, вас учат правильно составлять модули, как правильно вести тренинги, и все вот эти тренинги на наши темы, они рассказываются не с точки зрения, ну, они подаются нам не как участникам тренинга, они подаются нам как тренерам. То есть нам рассказывают, что лучше, какую игру провести, какую информацию лучше сказать, что здесь сделать, что потом сделать. И это очень полезно, потому что здесь развиваются ораторские навыки и вообще тренерские навыки. И на TOT он также длится 5 дней, и здесь нет отрядов, здесь нет игр, ну, таких вот вечерних постановок. Но здесь тоже очень интересно, очень много нового узнаешь, и иногда можно поиграть там. Вот, это очень интересно, это очень круто. И, ну и также каждый регион по возможности проводит региональный TOT, где тренеры, которые проходили республиканский TOT или LSHEL, делятся информацией со своими волонтерами, которые у них есть в регионе. Вот у нас проходило в августе после LSHEL TOT для наших ребят, для наших волонтеров, и мы обучили 21 волонтера, и теперь у нас есть 21 тренер, которые проходили наш региональный TOT. Вот. Думаю, кто смотрел наш новогодний выпуск, поняли, почему я так хочу в LSHEL. Но теперь мы, наверное, перейдем к самой теме. Сталкивался ли ты когда-нибудь сам с буллингом? Да, это было и в роли свидетеля, ну и в роли жертвы было. И, ну, если тебе, конечно, комфортно об этом говорить, может, немножко расскажешь об этом опыте, потому что, чтобы люди понимали, как вообще выглядит буллинг, потому что некоторые не понимают. Ну, это было, наверное, в классе, это было довольно долго, это, получается, было с первого даже класса по 5. У меня был одноклассник, у которого были проблемы с агрессией, и у него были проблемы с поведением себя в обществе, то есть ему было сложно заводить друзей, ему было сложно общаться на какие-либо темы, и у нас было еще 2 мальчика, которым он не нравился, и они очень часто обзывали его, травили или даже дрались с ним, и потом у нас появился еще один мальчик, который был с ними заодно, и получается у нас большая часть класса, они все были против одного мальчика. За этим было не очень наблюдать, это было ужасное зрелище, потому что он каждый день приходил в школу и каждый день слышал какие-то нелестные комментарии в свой адрес. И также я нередко становился свидетелем, когда ему подкидывали записки, в которых были различные угрозы, оскорбления. Вот. Но затем, когда я перешел с этой школы, я больше в роли свидетеля не становился. Вот. Но и также бывало иногда, что я сам становился. В 6 классе было, я был жертвой кибербуллинга, когда мои одноклассники, они писали мне в WhatsApp очень много разных угроз каждый день. Но сейчас все более-менее гладко. Ну, это довольно тяжело, наверное, вспоминать иногда. Мы, кстати, в курсе того, что и сейчас на тебя в ТикТоке льется хейт. Не хочешь ли ты говорить об этом? То есть это тоже как вид кибербуллинга? Да, это вид кибербуллинга. Я столкнулся с кибербуллингом совсем недавно. Это было осенью. Да, осенью. Это было осенью. Я снял серию видео под звук, который же о нет, что-то там настолько-то парашютов там на один меньше, пока кто-то там. Это было очень спонтанно, я просто лежал, ничего не делал. У меня как раз было тогда собрание OIPIR, я ждал его. Я ждал собрания, и такой думаю, ну, может мне снять ТикТок какой-нибудь. Я листаю ТикТок, листаю, вижу этот звук, думаю, ну ладно, сниму, что мне делать? И там прям видно, что я в пижаме лежу. Я решил снять видео по типу, ну не по типу, прям цитирую. О нет, сколько там, людей 8 миллиардов, а парашютов только 4 миллиарда. И пока мужчины. И на меня за
первые 20 минут там уже было 20 тысяч просмотров и 163, по-моему, комментария, и все были как один, там было Friendly Fire. Я думаю, что значит Friendly Fire? Потом до меня доперло, что это все-таки типа, что то, что я сказал пока мужчиной, сам являюсь мужчиной. И все комментарии были как один. Я думаю, это, боже мой, почему так скучно? Но благодаря этим комментариям мое видео залетело еще сильнее, и у меня сейчас уже там почти 900 тысяч просмотров, и там все комментарии, они делятся на 3 типа. Friendly Fire, потом стали писать «не хватает внимания женщин», а потом, я не помню, что-то еще писали, но, в общем, у них, в общем, в основном все писали что-то такое, и ничего такого интересного я там не заметил. Но меня это никак не задевало, и наоборот радовался, что у меня был актив, что это все круто. Но потом, когда они перебрались на другие мои видео, потому что помимо таких видео я специализируюсь именно на видео про вейпир, где я говорю о темах, которые мы затрагиваем, где я говорю о том, как это проявляется, как это выявить, как от этого избежать и где найти помощь. И они перекинулись с этих видео на эти видео. То есть у меня было видео «Пока мужчины», я еще снял про футболистов, и про Винг, что-то там еще. Я очень много разных снял, потому что мне понравилось, что у меня видео залетают. И они перекинулись на эти видео. У меня было видео, где я говорил про эмоциональное выгорание, где я говорил про про репродуктивные права, и где я говорил про средства контрацепции. И вот, и еще там было парочку видео, где я говорил про кибербуллинг, медиаграмотность, и эти ребята, они перекинулись на эти видео и стали писать гневные комментарии там. Они мне писали, типа, в общем, они вызывали меня подраться, типа, поехали по разам, тюбик, что-то такое, шнур, провод, что они только не писали, нитка. И один день я открываю свой Инстаграм, а у меня в запросах стоит какое-то сообщение. Я открываю, а там какой-то мальчик из Астаны пишет, типа, что он написал? Он написал: «Ходи, оглядывайся, чертенок, Семск маленький, найти тебя не составит труда». Я такой: кто еще кого найдет? Короче, я его поискал везде-везде, короче, он оказался с Астаны, и он писал мне еще до этого комментария, я еще его в ТикТоке нашел. И потом я, в общем, написал в группу Вейпир, где мы все сидим, все ТикТок-мейкеры, контент-мейкеры. У нас есть отдельная группа Task Force, которая занимается медиа, которая рекламирует Вейпир в социальных сетях. Так вот, я написал туда, и я скинул этот комментарий, написал и скинул это сообщение, думаю, что это такое, типа, может, мне кто-нибудь поможет, потому что, если честно, я подумал, что, типа, я не хочу себе сталкеров, потому что я не конфликтный человек, я пацифист, и мне как-то стало не очень от того, что кто-то хочет меня найти. Но, по идее, мне стало смешно и одновременно как-то тревожно, потому что, ну, если вам напишут такое, я думаю, вы тоже немножко напрягаетесь. Вот. И написал, и оказалось, что один из мальчиков, который был там в этой группе, этот мальчик, который мне написал, он был младшим братом мальчика, с которым дружит этот человек. И, короче, этот человек сказал, типа, не волнуйся, если что, мы сами его найдем. Они вот у нас, типа, щеглы, что такое он сказал. И вот, я такой, ну ладно, как хорошо, какие хорошие связи, как хорошо, что я в эфире. Ну, у меня, кстати, тоже был случай, когда мне написали в Инстаграме. Получается, я снимала видео на немножко такую историческо-политическую тему. У меня там довольно сильно в комментариях мое мнение туда-сюда. В общем, мне было некомфортно, я в итоге это видео заприватила. Но мне написал один человек, сказал то, что мы малолетки тупые, у нас нет своего мнения, его строит интернет, и вообще, что я могу знать о жизни? И, не знаю, это было настолько странно, писать человеку в соцсетях, тебе что, делать нечего? Это было прям кринж. По статистике, вообще в мире, каждый 5-й подросток сталкивается с буллингом. Как ты думаешь, почему так? Почему люди буллят? Ну, этому способствует ряд причин, но, наверное, наиболее распространенное то, что
детям не говорят о том, что такое буллинг, не говорят о том, почему это плохо, и не говорят, почему так нельзя делать, и вообще как-то отличать людей по каким-то либо критериям. Наверное, думаю, что информирование поможет уменьшить этот процент. И также, наверное, этому способствует воспитание и обстановка в семье. Потому что если ребенок будет видеть насилие в семье, то, скорее всего, он будет проектировать это поведение и в будущем в обществе. И мне кажется, этому еще много что может способствовать, но в основном только вот эти вот причины. Ну, да, я с тобой соглашусь. Но также, так как я тоже состою в YP, немножко знаю про это, мне кажется, также влияет общество, то есть со своими какими-то рамками, своими нормами, которые они диктуют, и люди, видя это, думают, что кто-то там ненормальный. Да, то есть стереотипы тоже играют наиглавнейшую роль. Стереотипы — это вообще такая вещь, которую лучше не затрагивать, но стереотипы, они есть, к сожалению, они были, и надеюсь, что их больше не будет, но стереотипы, они как раз-таки и дают повод человеку булить. То есть если в обществе сложилось так, что, не знаю, там, цвет кожи может определить человека, охарактеризовать его как-то, то, конечно же, некоторые люди могут выделять таких людей. Да. Следующее. Какие существуют вообще виды буллинга? Потому что, я знаю то, что есть физический, есть то есть моральный, то есть эмоциональный. Психологический. Да, кстати, не могу вспомнить. Психологический, экономический. И я не могу вспомнить еще два. Еще два есть. Еще два? Еще два есть. Еще есть кибербуллинг. Да, кибербуллинг и еще какой-то. Я сама же писала на эту тему, моббинг. Это когда, получается, это не совсем буллинг же, но это распускание слухов про человека. То есть это вид буллинга. Это вид буллинга, но в плане он не такой открытый, как люди привыкли же. Люди привыкли то, что буллинг — это когда прям открыто это создается, но на самом деле это не обязательно должно быть так. Это не обязательно должно быть так. Буллинг, он вообще может проявляться по-разному. Есть много всякого. Буллинг, он может быть как физический, то есть когда человек применяет грубую силу по отношению к другому человеку, запугивает какие-то угрозы. Есть также психологический, когда человек позволяет себе какие-то комментарии, обзывательства и прочие какие-то нелестные слова в адрес другого человека. Но также буллинг может проявляться как и бойкот, то есть когда коллектив или группа людей, они просто игнорируют какого-то человека, с ним не разговаривают, с ним не сидят, с ним не беседуют и вообще считают, что его не существует. Также это может быть, как ты говорила, моббинг, когда распускают всякие слухи. И также это может быть буллинг в сети, то есть кибербуллинг. У кибербуллинга очень много различных проявлений. Это может быть как троллинг, то есть когда человек намеренно пишет какие-то вещи, которые, в целях его разозлить и прочее, и там понервировать. И есть также catfishing, это когда человек... Лучше не затрагивать? Нет, говори, просто я пытаюсь вспомнить. Ты сделала? Нет, я пытаюсь вспомнить. Я помню, что это, немножко подзабыла. Расскажи. Также это может быть catfishing, это когда человек притворяется кем-то в сети и также может чем-то угрожать человеку, при этом выдавая себя за кого-либо другого. Это также может быть, когда человек, например, взломал другого человека и пишет от его имени какие-то комментарии или публикует какие-то публикации, которые могут как-то опорочить репутацию этого человека. Или же просто выложить в какой-то группе, в сообществе, в паблике публикацию, которая также портит репутацию какого-то другого человека. Это все кибербуллинг и вид насилия. Как, по твоему мнению, как в мире борются с буллингом? То есть, что ты видишь? Ты как тренер YP, мы же проводим тренинги, и в мире также что проводят для борьбы с буллингом?
Ну, во-первых, проводятся тренинги, потому что мы в YPIR, я как говорил ранее, мы есть более чем в 50 странах, и вот в большинстве этих стран мы проводим тренинги на тему буллинга включительно, где мы говорим о том, что такое буллинг, как его распознать, какие бывают виды, как от него защититься и куда обратиться за помощью. И также, например, у нас в Казахстане во множестве городов есть МЦЗ. МЦЗ — это молодежный центр здоровья, и в этих МЦЗ есть психологи, которые могут вам предоставить психическую, психологическую помощь. Вот, например, лично мы в YPIR семей мы сотрудничаем с МЦЗ ЖАС-АСУ, который находится на базе второй поликлиники на левом берегу. И также ЖАС УМИР, который находится на 72-м квартале на базе студенческой больницы и поликлиники. Вот. И то есть здесь есть психологи, к которым вы можете обратиться за помощью. Также у нас есть ЮНИСЕФ, который борется с буллингом среди детей, которые также информируют и дают помощь. Также не стоит забывать о номере 150, на который можно бесплатно позвонить и получить психологическую помощь. У нас также есть хэштег «Не молчи». Ребята, которые неравнодушны к этой теме, могут снять какие-то видео с хэштегом «Не молчи», где будут рассказывать об этом. Ну, то есть основное действие против буллинга — это информирование, потому что предупрежден, значит вооружен. И также хотел бы отметить Аспанчат-бота. Это совместный проект YPIR и УЯТ-МЕС. То есть он отвечает на множество вопросов, касающихся здоровья, семьи, отношений, любви, не любви, вот отношения, сексуальности и прочего. И то есть он также может говорить вам он также может вам ответить и на вопросы, касающиеся буллинга, кибербуллинга, насилия. Он расскажет, что такое буллинг, как с ним бороться, и скинет вам список литературы, где вы можете почитать об этом, и также места, где вам могут помочь. Круто. И давай закончим вообще наш подкаст тем, какие результаты на данный момент приносит YPIR вообще, в принципе, по Казахстану. Может, по миру даже. По миру, по Казахстану. Да. Ну, вообще, у нас довольно хорошие результаты, то есть у нас уже, конкретно в семье, у нас уже около 60 волонтеров, и с каждым днем это количество растет. Во всем Казахстане уже более 1000 или около того, но с каждым днем мы все больше и больше распространяемся, и я уверен, что мы помогли уже немалому количеству людей, потому что мы говорим на действительно важные темы, и, может быть, кто-то для себя что-то усвоил и в дальнейшем пользуется этой информацией. И вот говоря о Аспанчат-боте, который как раз-таки тоже часть YPIR, вот за все время своего существования он обработал более 100 тысяч заявок, и то есть он ответил на 100 тысяч вопросов, и, возможно, среди этих 100 тысяч людей есть люди, которым он действительно помог, которые смогли найти силы, обратиться за помощью, и, возможно, он даже спас чью-то жизнь. То есть мы действительно нужны, и мы говорим на важные темы, и вещи, которые мы говорим, они приносят свои плоды. Мы также говорим о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах, и по официальному ресерчу от Оксфорда sex education, то есть секс-просвет, он отдаляет возраст полового дебюта на определенный срок, на некоторое количество времени. И это очень важно, потому что, например, у нас в Казахстане возраст полового дебюта 16,5 лет. И большая часть подростков, которые вступили в половой акт в 16,5 лет в среднем, получается, они не проинформированы о том, какие могут быть последствия всего этого. То есть, возможно, они знают о незапланированной беременности, но они не знают о том, что незащищенный половой акт может привести к ИППП, то есть инфекциям, передаваемым половым путем, то есть то, что они могут заразиться, и некоторые даже не знают о средствах контрацепции, как их применять и какие вообще существуют. И то есть, когда мы говорим о средствах контрацепции, что они могут
защитить вас от ИПП, от незапланированной беременности. Некоторые ребята говорят, что вау, я не знал. Потому что даже если и знают, то знают только о мужских презервативах, хотя на самом деле у нас очень много различных контрацепций. И вот именно информирование об этом дает понять вообще, нужно ли им это и как вообще защититься от ИПП. Потому что, например, в мире бывают случаи, когда подростки используют там пакет, упаковку от чипсов, скотч. И это не редкие случаи, то есть эта тема действительно востребована среди молодежи. И также очень много случаев, даже у нас в Казахстане, когда находят детей новорожденных в мусорках, в унитазах, в туалетах общественных, где угодно, что говорит о том, что все-таки sex education нужен, и что нужно информировать молодежь о том, какие могут быть последствия и как вообще от этого защититься. Ну и в конце, чуть-чуть расскажи, что будет в ближайшее время, там, не знаю, в ближайший месяц от Вайпира. Буквально одно мероприятие хотя бы. Одно мероприятие. Ну, вообще, мы же занимаемся именно информированием, и у нас планируется очень много тренингов на темы, которые я называл ранее. И конкретно мы, клуб Вайпир Семейный С, кстати, можете подавать заявку, мы обязательно воспримем. У нас на следующей неделе уже планируется, на следующей неделе это 24-26, у нас планируются тренинги на тему лидерства, также тренинг как выступать на публике, то есть навыки выступления на публике. Также мы будем говорить о насилии, где мы позовем гостью, специалистку. И у нас тоже дальше планируются тренинги на тему СРЗП, то есть сексуальное и репродуктивное здоровье и права. И мы также будем говорить о ЗОЖ. И еще у нас планируется театральное представление, но это будет очень-очень не скоро. Но перед этим мы, конечно же, расскажем о форум-театре. Я забыл упомянуть форум-театр. Мы также говорим о форум-театре. Форум-театр — это театр, в котором актеры и зрители равны. То есть здесь все могут меняться и вносить свои коррективы. И форум-театр служит средством передачи информации, поэтому о нем мы тоже говорим. И как раз-таки мы планируем провести еще тренинги по форум-театру, а потом устроить огромнейшую постановку, где мы будем показывать наши темы, передавать. И я думаю, это будет очень интересно. Приходите, обязательно смотрите. А теперь вывод подкаста. Вступайте в Вайпир. Вступайте в Вайпир. Кстати, вступить в Вайпир Казахстан и стать официальным и стать волонтером нашей сети вы можете написать в Инстаграм Вайпир Казахстан. Надеюсь, здесь вставится вот так вот собачка Вайпир Казахстан. Также пишите о спонсор-боту, здесь он будет. Надеемся. Вот, всех ждем, всех любим и ждем в своей оранжевой семье. Ой, мам, ой, как вот так. А теперь мы хотим сказать всем пока. Пока, зрители. Подожди, давай. Все. О нет, я тебе хотел сказать. Парашютов один, а нас всего двое. Пока, адья. Все, на этом закончим. Я его выкинула.